на этой дороге можем заблудиться, да? В общем, едем через Лену по Зимнику. А он официально открыт уже? Да. Да, уже все официально открыли. В общем, едем в деревню Хаптагай. Сколько там километров? 40 с чем-то. 40 с чем-то километров. Едем покупать говяжью тушку, ножку. Вот. Так, впереди огни Нижнего Бестяха, да? Нижний Бестях называется. Едем в ту сторону. По Лене. Короче, подъемчик. А мы сесть можем, да, здесь? Конечно. По жесткому. Нифига себе. Идем другой путь. Дорожка. Другой, ну да. Поехали искать другую дорогу. Вот так вот все непросто. Зимой. Летом на пароме приплыл, все нормально. Да? Форсируем последний подъем. Все, на асфальте. Центральная улица города Бестях. То есть поселка, да, Бестях, такая нормальная улица. На обратном пути надо будет заснять еще. Свернули в деревню. Ну что, приехали сначала за братом Ильи, забрали брата. Теперь с братом приехали за человеком, который хозяин мяса, правильно? И сейчас с хозяином мяса едем куда-то еще за мясом. Вот такая тема. Круто, деревня прям деревня. Такие заборчики деревянные, прозрачные. Хорошо. Все как я люблю. Так, ну что у нас безмен с собой? Маленький. Надо же мясо взвесить. Приехали на комбикормовый завод. Наверное, не видно или что. Да, посмотрим, что там. Тушки. Да? Вот по каким-то признакам мужики убирают мясо. Тушки. Я этих признаков не понимаю, но делаю вид, что я тоже тут осматриваюсь. Да. Круто. Сейчас, походу, будут пилить. Пилу взяли. А то. Распилилась за минуту. 25 килограмм, да, такая тушка? Так, ну что, по итогам зашли в гости. И меня угощают моей любимой жеребятинкой. Кайф, соптом. Так, ну что, у брата Вани покушали сытно жеребятину. Ух, как я ее люблю, блин. Тушку взяли. Время уже вечер, 9 часов, нормально. Еще, может, распилим сегодня, да, ее? Лошадок решил заснять. Ой, испугались. Вот это та жеребятинка, которую сейчас я кушал. К сожалению, такие вот они красивые лошадки. Жеребцы. Приехали ко второму брату Игнату. Вот как раз тема. Это питьевая же вода, да? Конечно, питьевая. С озера, с речки, да, откуда? С озера. Вот набирается вот такая озерная вода ледышками. Это бензопилой, да, выпиливается и... Нет, пешнёй. А, пешней прям выдалбливается, да? Это сами делаете, да? Конечно. Ну, мало ли, привозят машины там привозят. Не, ну машинами как дрова продают там кубами, например. Есть же такое наверняка? Нам продают. Да? А, почем куб? А? Почем куб? 2,5. 2,5, да? Ну куб это вот здесь сколько вот в этом? Здесь 2-3 куба. 2-3 куба. Круто.
Да, вот сейчас уточнил, колодцы тут не выкопать. 2 метра копнешь, и все, вечная мерзлота уже внизу. Так что только так. Зимой в дом отнес кусок, кинул, растаяла. Вот тебе водичка, пожалуйста. И помыться, и попить. Тоже на автомате, да? Ну да, на ручке-то я не смогу. Да? Ну да, по практике нет на ручке. В общем, сел первый раз на праворульную машину, так как хочу себе японца. Надо понять, как это будет. Ну так пока непривычно. Будем привыкать. Это прям как Невский проспект. Центральная улица Нижнего Бестяха. Еще раз хотел поснимать. Вот там дальше такие торговые центры прикольные. Ну, по крайней мере, ночью прикольно смотрится. Светится. Все, в общем, покатались. Сколько мы? 3 часа примерно съездили, да? За 3 часа уложились, купили тушку. Вкусно очень поужинали. В общем, побывали в деревне. В деревне мне очень понравилось. Надо будет съездить туда еще на подольше. Ну что, обязательно надо заснять еще распиловку этого мяса. Приехали на распил. Сколько? 250 рублей, да? Сейчас посмотрим, как это все происходит. О, такой вот цех. Прикольно. Дальше идет отборка мяса. То, что нас устраивает, мы кладем в мешок. То, что не устраивает, дальше пилим. Такие вот прикольные кубики получаются. Кирпичики мясные. Тик. Тик. Нормально. 15 минут и мясо распилено. На зиму мяском затарились, да? На остаток зимы.